Как-то раз я задумался о молитве в последнюю треть ночи и открыл удивительные вещи. Например, на обязательную молитву нас призывает человеческий голос. А на молитву в последнюю треть ночи нас призывает Господь всего человечества. Призыв на обязательную молитву слышат все люди, а призыв к молитве в последнюю треть ночи ощущают только некоторые из людей. К обязательной молитве призывают словами «спешите на молитву», «спешите к спасению», а к молитве в последнюю треть ночи Господь призывает словами «есть ли просящий у меня, я обязательно дам ему». Обязательную молитву совершает большинство мусульман, тогда как молитву в последнюю треть ночи совершают только избранные Аллахом из числа верующих. Обязательную молитву некоторые могут совершать ради показухи, а молитву в последнюю треть ночи совершают только тайно и искренне ради Всевышнего Аллаха. В обязательной молитве нас часто отвлекают мысли о мирских заботах и наущение сатаны. Однако молитва в последнюю треть ночи – это полная отрешенность от этого мира и усердие ради последнего. Порой ты можешь совершить обязательную молитву попутно, когда идешь в мечеть встретиться с кем-то поговорить, и заодно читаешь намаз в мечети. Тогда как на ночную молитву ты встаешь, чтобы найти успокоение в беседе со Всевышним, обратиться к Нему со своими заботами и просьбами. Мольбу в обязательной молитве Господь принимает, а в молитве посреди ночи Аллах обещал принять мольбу от своих рабов. Есть ли просящий у меня, я дам ему. И, наконец, на молитву в последнюю треть ночи встает только тот, чью беседу, просьбу и жалобы сам Аллах хочет услышать. И этот человек самый близкий к Аллаху среди людей. Поздравляем же тех, кого пригласил могущественный и великий Аллах предстать перед Ним, поделиться своими пожеланиями и испытать наслаждение от обращения к Нему. Если ты сядешь во мраке ночи перед Господом Всеведущим, говори с Ним, как ребенок. Когда ребенок о чем-то просит и ему отказывают, он начинает плакать, пока не получит желаемое. Так будь как этот ребенок. Когда просит